Привет, друзья! Вот и у нас наступает весна, потихоньку все просыпается, течет, вот как видите, ручей, журчит. И давайте мы тоже прогуляемся вместе с ним по этому ручью, к речке нашей спустимся и посмотрим, в каком у нас состоянии. Сегодня, напоминаю, 24 апреля. Завтра 25 будет, когда это видео выйдет. Сам, конечно, я не смог. И попозже покажу, почему я не смог спуститься. Это снимает моя дочка. А я как бы сейчас уже сам... Раньше все время спрашивал там у знакомых, там как там на речке, что с речкой происходит, какой лед. А сейчас камера есть, и отдаю, и мне снимают, и я смотрю. И вот решил сейчас озвучить этот момент тоже вместе со мной. Вот вербочка такая, в сей год Пасха была поздняя, и вербочка успела вот, почечки такие, или как правильно называется, такие шарики, или как, уже довольно такие большие. Прошлые годы приходилось пораньше и в теплом месте держать. Вот так. А мы пойдем дальше по этому ручью. Все-таки, хоть какая, но весна приходит постепенно все равно. Земля, как говорится, крутится, и вспять она не повернет. Это уже возле дороги такие бунты у нас, коммерсанты лес сюда вывезли, чтобы потом, когда лед уйдет с того берега, не надо перетаскивать там без моста, да, что-то там половодье будет. Вот наш ручей бежит, прям журчит, и мы вместе с ним идем к речке. Этот ручей протекает как бы, сквозь село, поперек села. Село такое у нас узкое и вдоль речки идет. А этот ручей пересекает поперек село и спускается к нашей речке. А нашей речке Нивши. Как журчит. Приятно, конечно, слушать, когда это все в лесу. У меня выбора нету. Я и этому журчанию очень рад. А, конечно, раньше, когда я уважаю вот этот звук лесной речки, когда она просыпается, она такая, голосистая такая, приятно. Птички поют там в лесу. В лесных речках, когда половодье, там собираются утки, стаи, кряк, там шелохвосты. Раньше тоже очень много ходил на уток. А сейчас вот занимаюсь, вы видите. Озвучиваю, так сказать. Мне очень приятно сейчас, хоть даже вот смотрю и прогулялся вместе с дочкой, вместе с вами вот по этому ручью. Прогуляюсь, и как будто я сам прогуливаюсь. Мне очень приятно такие, так сказать, виртуальные походы. Это уже мы подходим к речке. Скоро уже тут будет речка. Село находится западнее, получается, западнее реки, и на другой стороне восток, то есть вот на данном участке это точно. Вот это будет уже вот этот запад, вот этот закат уже солнца. Где-то у нас вечер, где-то 6 часов, наверное. Примерно так, 6 часов вечера, когда дочка ходила снимать все это дело. Далеко уже, не вдалеке уже близко тут. Вот уже устье вот этого ручья небольшого такого. Вот он каждый день, каждый год, из года в год течет он и пробирается к своей родной речке. Вот такие, снега еще много, я вам скажу, очень еще много.
И ручей этот еще пополнится, и такой полноводный будет еще журчать. Вот. И вот он добрался до своей речки любимой, и мы вместе с ней тоже, вместе с этим ручьем тоже добрались до речки. Вот на сегодняшний день, на 24 апреля, какая река у нас, речка стоит, да, речка стоит, лед, ну, он гнилой, конечно, уже, но он крепкий еще стоит. Правда, ну, уже опасно туда выходить, но смельчаки еще выходят, даже на каракатах выходят. Вот. Местами уже почернел весь. Но сначала он синий становится, почернел, но есть еще там вот участки, которые... Это заречье. И вот что вот видите, это вот сочинки, да? Тут при моем детстве этих сочинок не было. Тут были вот эти, ну, лес, ну, сплав тут был. Тут собирали все вот эти сортименты, сортимент лес, лес как бы привозили лесовозами, тут уже разделывали на там на 4-метровки, на 5-метровки. И раньше дорог не было, и вывозили, ну, как бы сплавом через, ну, сплавили по реке, да. Вот этих сочинок не было. Тут были такие поля огромные, ну, катиши, или как по-русски, я не знаю, по коми там катиши у нас называется. Вот. Это заречье у нас. Этих, ну, сколько уже, тут лес уже вырос. Полноценный лес такой, смешанный. Вот. Вот такая прогулка у нас. Речка, конечно, уже у нас вот позавчера, наверное, человек, говорят, уже проводился под лед, но, правда, слава богу, вытащили его, все с ним порядка, ничего. Ну, да, где-то около берега, а вот сейчас прервусь, это будки, тут хранят все хозяйство, рыбаки там. Раньше вообще и лодки, там, и угодья свои, и все здесь хранили. А сейчас, ну, сами знаете, времена уже не те, воруют, и в будках держат, только там весло, да, что-то, ничего не держат. Вот эти моторки. Это на той стороне реки тоже там пара домиков, это уже все, там никто не живет, просто эти домики еще есть. Вот. Такая речка Нившира. И летом постараюсь, конечно, там при случае рассказать про нашу речку. То есть, ну, там, может, какие-то, ну, откуда это название у речки, откуда такая возникла название, ну, предание, так сказать. Почему она именно называется Нившира? Да, лед уже темнеет, тут уже опасно выходить, конечно. От тропиночки, от лыж, ну, здесь переходили зимой рыбаки, там, охотники. Все осталось еще. Вот такая. А я рыбачу там дальше, вот даже дальше, чем вот эта камера приближает. Я летом дальше еще рыбачу. Там подъезжаю на своей коляске, телеге своей. Вот так. И прогулялись мы до нашей, так сказать, речушки. По меркам Коми рек, это наша речка маленькая, мелкая даже сказать. Водится тут елец в основном, ну, щучка там, окунь, пескари сейчас опять появились. Раньше их много было, а сейчас и потом исчезали, а сейчас уже тоже пару лет уже так попадаются на удочку. Ну что, мы уже возвращаемся домой и показываю вам дорогу. Мы возвращаемся уже по дороге. И почему я не приехал? Вот как по этой луже проехать? Ну, эта лужа, там еще дальше будет лужа. Как проехать на коляске? Никак. Вот такая
дорога. Это уже у людей тоже дрова, тоже проблемы, как и у меня. У меня дрова тоже валяются, грязь, пока вот грязь не высохнет. Как ты ее потом их перетаскаешь в больницу? Никак, потому что если сейчас буду таскать на УАЗике, там вообще потом даже пешком не пройдешь. Вот такая лужа опять. Вот эта дорога, это не асфальт. Я-то живу рядом с асфальтом, а дорога идет, вот эта дорога прямо. Вот эта лужа, я помню, мне 6 лет было, да, вот эта лужа была. Прошло 40 лет, и то еще эта лужа есть. Никуда она не делась, как была 40 лет назад эта лужа, так же и сейчас эта лужа. Деревня. Сейчас уже мы вот по эта дорога выходит прямо возле моего дома. То есть на асфальт прямо возле моего дома. По этой дороге нужно спускаться прямо по курсу, вот мы за березой, мой дом этот. Вот. Ну, везде текут ручьи. Ну, это приятно, что все-таки весна вступает в свои права. Хоть и грязно пока, но это все переживем. Все эти маленькие ручьи все стекаются. Вот эти маленькие ручьи стекаются все. Вот тот ручей, по которому мы спускались потихоньку. И к речке, то есть, спускались. И потом уже тоже попадают в нашу реку Нившер. Ну что, друзья, все. Сейчас уже вот это осталось нам эту горку подняться, а мы уже дома. Так сказать. Все, заканчиваю я свое небольшое видео. Прогулку нашу до речки своей. Хоть так, но я вот так прогуливаюсь. Уж извиняйте, как получается. Вот за кустами это зеленый домик. Дом, то есть мой дом уже. Тут осталось 100 метров. 100. Вот так. Ну все, ребята, заканчиваю. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем спасибо. Смотрите мои новые видео. Надеюсь, будет еще интересно вам.